Начинаем. Да? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за небольшую задержку по техническим причинам. Рада вас всех приветствовать сегодня. И я думаю, что у нас много в нашей сегодняшней аудитории людей, с которыми мы уже говорили о детях с расстройствами аутистического спектра. Мы продолжаем разговор по поводу того, как с этими детками работать, как их организовывать в системе образовательного учреждения, возможно ли это делать, есть ли надежда на то, что эти дети войдут вообще в образовательный процесс. Я хочу сказать, что да, есть. Работа, понятно, серьезная, работа, понятно, что очень сложная и долговременная, результатов сразу быстро не будет. Я понимаю, что когда мы с вами разговариваем, то вы хотите от меня очень быстрых каких-то рекомендаций, которые помогут вам очень быстро решить проблему с ребенком, который страдает, который живет с ранним детским аутизмом. Так не будет, так не получится. Потому что это очень серьезное, очень сложное заболевание. И изменения, которые происходят с ребенком, они приходят не быстро. Главным образом потому, что детки, которые к нам приходят как в старшей группы в детском саду, когда приходят они к нам в начальную школу, у них значительный опыт негативного общения вообще с коллективами детскими, с взрослыми. И этот негативный опыт мешает этим детям довольно быстро социализироваться и войти в коллективы в детские. Ну, в этом, наверное, никто не виноват, ни дети, ни взрослые. Вот так пока получается. Если бы эти дети приходили в детский сад в возрасте 2-3 лет, и если бы система у нас уже могла сразу этих деток взять и организовывать с ними целенаправленную работу, то, возможно, у нас бы с вами не было вот таких серьезных проблем с детьми в школе и в детском саду. Ну, давайте мы начнем. Еще раз приветствую всех, кто к нам присоединился. Начнем разговор о том, что такое формирование жизненных компетенций у детей с расстройствами аутистического спектра. Отвечу на первый вопрос. Почему я так долго не говорю о освоении ребенком образовательной программы? Потому что расстройство аутистического спектра – это те нарушения, которые можно коррегировать только в том случае, если мы будем как раз заниматься жизненными компетенциями ребенка. Не просто осваивать программу, не просто изучать тот определенный объем, получать или давать ребенку тот определенный объем знаний об окружающем мире, который у нас заложен в образовательную программу. А самое главное, нам надо научить ребенка этого прийти в коллектив и уметь себя там вести определенным образом. Так, давайте вначале разберемся с жизненными компетенциями вообще детей в норме. Вот посмотрите, как у нас появляются эти компетенции у ребенка, как они изменяются. Все начинается с того, что ребенок получает какие-то определенные навыки самообслуживания, когда он понимает, что есть правила, которые он должен выполнять, во-первых, в отношении самого себя. Дальше. Мы приучаем ребенка, обучаем его самостоятельному поведению и в быту, и в социуме. Мы с вами представляем примерно, когда это происходит. Навыки самообслуживания. Самые первые навыки самообслуживания у детей появляются после года, когда они начинают самостоятельно кушать, не полностью, конечно, какие-то определенные навыки, когда они начинают надевать на себя или снимать с себя какие-то предметы одежды. То есть вот по возрастающей идут, я представила на этом слайде, те навыки, которыми овладевают дети, начиная с рождения. Итак, соблюдение правил безопасного поведения, то есть мы тоже этому обучаем, у детей тоже формируем эти навыки, они должны знать, где себя как вести и какое поведение может быть опасно для их здоровья и жизни. Способность принимать решения в нестандартной ситуации. Ну, самое простое, наверное, вот первое, что приходит в голову, мы с вами обучаем детей вести себя правильно на дороге, да, безопасному поведению на дороге. И ребенок знает, что можно переходить дорогу только на зеленый свет,
Когда горит красный свет и когда горит желтый свет, дорогу переходить нельзя. А представьте, что происходит какой-то сбой в работе светофора или светофор не работает. Так вот, если мы говорим о нормотипичном ребенке, мы должны этого ребенка обучить не только правилам поведения, но должны ему дать представление о том, как вести себя в каких-то нестандартных ситуациях. Он должен быть обучен менять свое поведение, принимать самостоятельное решение, как ему себя вести. Или, положим, ребенок вот находится в торговом помещении, в магазине вместе с мамой, вдруг отпустил руку, потерялся. Что он должен в этот момент делать? Кому он должен подойти? У кого он должен попросить помощи? Вот я в свое время видела такого ребенка в аэропорту. Ребенок лет 6. Он, явно было видно, что он потерялся. Да? Родителей потерял. Этот ребенок подошел к работнику аэропорта, видимо, что-то ему объяснил. Работник аэропорта взял ребенка за руку и помог ему решить эту проблему. Так вот, наши дети с аутизмом, понятно, что они не только не принимают решения в какой-то стандартной ситуации, а уж если что-то произошло нестандартное, то им принять собственное решение, самостоятельное решение, ну, практически невозможно. Тут необходима помощь взрослого. Так, навыки мы должны дать любому ребенку взаимодействие с другими людьми. Ну, мы прекрасно знаем, что сегодня вообще с этим трудно в детском коллективе. Ну, тут много разных причин, это тема большого разговора, и мы не сейчас будем об этом говорить, почему сегодня дети очень сложно общаются внутри детского коллектива. Так, ну и самый главный, наверное, ну не самый главный, а тот навык, который мы должны дать, это умение занять себя самого в период досуга, когда нет каких-то определенных занятий целенаправленных, когда тебя не организуют взрослыми, ты можешь сам себе выбрать деятельность, сам себе выбрать товарищей для взаимодействия и играть в какую-то игру или выполнять какие-то действия, конструировать, рисовать, ну все что угодно. То есть нужно научить ребенка это делать. И если мы с вами вспомним детей с расстройствами аутистического спектра, то мы прекрасно с вами знаем, что даже дети старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста с трудом вот с этими задачами справляются, с трудом решают проблемы, которые перед ними возникают. Или нужно постоянно этого ребенка сопровождать, или нужно ребенку этому постоянно давать какие-то указания, что он должен делать в следующий момент. Но это не есть социализация ребенка. Вот тогда, когда он сам поймет правила и будет выполнять все, что в соответствии его возраста он должен делать, тогда мы можем сказать, что мы в плане социализации, в плане воспитания достигли своих целей. С детьми с раз это сложно. Теперь давайте посмотрим, как же формируются жизненные компетенции у детей в норме. То есть они проходят определенные этапы, когда у ребенка нет никакого навыка, как он постепенно появляется. И мы прекрасно знаем, что когда мы маленьких детей приучаем, формируем у них какие-то навыки, им это очень интересно. Самое главное, чтобы взрослый был эмоционален. Самое главное, чтобы тот навык, который мы формируем у ребенка, он ему был доступен, и ребенок бы получал какие-то поощрения и похвалу за то, что он это делает. Ну, я думаю, все видели, когда маленький ребенок, 2-летний, 3-летний, помогает маме на кухне. Помогает маме делать салат, он помогает маме что-то, какую-то пищу. И мы прекрасно знаем, что детям, когда мы в младшем возрасте, дошкольном, предлагают вымыть посуду, они это делают с удовольствием. Да? То есть первый этап – ранние социальные навыки, когда ребенок, играя, выполняет действия, повторяет действия за взрослым, радуется общению. Там самое главное ведь не то, что он моет посуду или стирает платочки, а самое главное для него, что он общается со взрослым, что он включен в какую-то активную деятельность со взрослым. И получает за это похвалу, получает за это одобрение. Второй этап – это когда ребенок уже начинает действовать вместе со своими сверстниками. И мы с вами знаем, дошкольники, что это этап игра рядом, и когда уже игра начинает носить социальный характер, когда появляется определенное взаимодействие. Здесь самая задача, цель
главное у педагогов, у взрослых, научить ребенка вступать в отношения, общаться со своими сверстниками без конфликта. Уметь ждать свою очередь, уметь соблюдать правила и вообще понимать правила. Я думаю, все педагоги, все взрослые, которые прошли какие-то этапы становления своих детей или своих воспитанников, видели, как наши дети играют в такие игры сложные. Ну, как, положим, игры с правилами настольные, когда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И вот этот проигравший, самое интересное всегда наблюдать за ребенком, которого обучают игре в шахматы. Ну, не приведи Господь, если ребенок проиграл, будет слез море. Вот как раз этот ребенок, ему нравится заниматься этой деятельностью, а вот у этого ребенка не сформировали, может быть, в силу возраста, а может быть, потому что никогда не обращали на это внимание, что не всегда можно выигрывать. Иногда ты и проигрываешь, но нужно спокойно принимать это проигрыш. Мы видим, что дети переживают, дети волнуются, дети плачут, и истерики бывают, и все что угодно. Итак, а вот как раз правило бесконфликтного поведения, правило общения без конфликтов или умение решать эти конфликты – это следующий этап. Мы сейчас с вами говорим пока не о детях. Раз, мы говорим о детях нормативно развивающихся. Но я хочу такую ремарку здесь вставить. Если бы мы детей обучали, детей, которые живут с аутизмом, если бы мы этих детей с раннего возраста обучали правилам поведения, то, я думаю, очень часто не доходили бы до таких серьезных агрессий, аутоагрессий, до истерик, которые иногда нам приходится видеть. Четвертый этап – это этап, на котором ребенок учится вести себя в общественных местах. Туда, куда он может прийти с родителями, туда, где он будет смотреть, как родители себя ведут, и, подражая родителям, они будут понимать правила поведения в общественных местах и будет соответствующим образом готовиться к тому, что когда-то и он станет взрослым, и туда пойдет один. Проблема в том, что семьи, родители детей с аутизмом очень часто отказываются вообще с детьми, о которых мы сегодня говорим, отказываются ходить вообще в эти общественные места. Потому что мы знаем, что если у ребенка начнется аффект или истерика, то его трудно в этой ситуации вывести. Родители испытывают стыд, они испытывают неудобства и лучше отказываются вообще посещать эти места. В моей практике было общение с семьей, в котором ребенку было 4 года. У ребенка был аутизм, он был диагностирован, то есть они знали, что с ребенком это все происходит. И мама сказала, мы уже 3 года не ездим в автобусе. Потому как ребенок, попадая вот в это маленькое пространство, где очень много находится взрослых людей, он чувствовал себя крайне некомфортно, он чувствовал себя вне безопасности, то есть это было ему страшно, он испытывал необъяснимое и непонятное чувство страха, он начинал кричать, он начинал падать на пол в автобусе. Понятно, что сегодня люди не информированы, что происходит с ребенком и что это за ребенок, и все начинают давать этой маме определенные советы, в чем-то ее обвинять, не зная вообще ситуации, пытаются вмешаться в ситуацию, не понимая, что происходит. Поэтому мама решила для себя так, мы на автобусе не ездим. А как можем мы обучить ребенка правилам поведения в автобусе, если мы лишаем его вот этой социальной ситуации, когда мы просто уходим от проблемы, а для ребенка-то в будущем она не решается, он просто-напросто не поймет, какие у него обязанности в отношении тех, которые вокруг него. Итак, 5-й этап – это этап интеграции ребенка в школьную среду. Наверное, мы сегодня, в основном нашими слушателями являются люди, которые работают в школах, да, и для них очень актуально, что ребенок пришел с аутизмом в школу, и как его интегрировать. Здесь я пару слов еще попозже скажу по этому поводу. Итак, самое главное, что нам бы хотелось, чтобы этот ребенок был самостоятельным, чтобы он выполнял все правила, которые существуют в школе, но мы видим совершенно другое. И однозначно ребенок, живущий с аутизмом, в школу должен начинать ходить с тьютором.
Я прекрасно понимаю, что, наверное, сейчас многие мои коллеги удивились моим словам и сказали, а где мы их возьмем? Но это уже другой вопрос. Но когда у ребенка аутизм, то психолого-медико-педагогическая комиссия, которая освидетельствует этого ребенка, собственно говоря, они в условиях могут указывать, что этот ребенок ходит в сопровождении тьютора. Ну, по крайней мере, в сопровождении ассистента. Потому что этот ребенок часто может, поведение этого ребенка часто может быть опасным для самого ребенка. Потому как учитель-то ведь он не может его сопровождать везде за руку, да? Он не может с ним все время находиться. А ребенку нужно и в туалет сходить, и ребенок должен в столовую пойти. Но здесь нужно обязательно отношения. Хотя вот эти все жизненные компетенции, они тоже только формируются у детей в начальной школе. Они тоже могут не владеть этими навыками. И только в процессе образовательной деятельности, в процессе воспитательной деятельности они уже владеют этими навыками и знают, как себя вести. Так что вот изначально ребенок нормотипичный, тот, который развивается возрастным нормативом, и ребенок с РАС, он, наверное, они одинаково приходят. Не очень готовы к выполнению школьных правил. Другое дело, что ребенок нормативный, он этими правилами овладевает, и он начинает вести себя по этим правилам, просто наблюдая за другими детьми, да, и ему достаточно сказать и объяснить эти правила, он будет себя вести правильно. Здесь с ребенком сразу нам приходится работать очень долго. И результат может быть достаточно отсроченный. Ну и как бы мы ни говорили о детях, все, что происходит в школе, и обучение, и образование, самое главное, мы должны подготовить детей к выбору профессии, к профессии. В конечном итоге школу заканчивает, он должен знать, какая профессия для него интересна и чем он будет заниматься. Так вот, та же самая цель стоит и перед педагогами, когда они работают с детьми с расстройствами аутистического спектра. Цель та же самая. Мы должны подготовить детей с аутизмом к профессиональной деятельности. Все усилия всех взрослых, которые работают с этим ребенком, и родителей должны быть направлены на то, чтобы определить профессию этого ребенка. Чем он будет заниматься, что он будет делать. Так. Теперь уже конкретно перейдем к тому, какие навыки жизненной компетенции и как они формируются, в отличие от нормативных детей, у детей с РАС. Ну, я хочу тут еще добавить, я сказала, что к этому вернусь. У школы как бы традиционно есть цель освоения образовательной программы. Да? Мы должны дать детям определенный объем знаний, умений и навыков, которые позволят им дальше войти во взрослую жизнь. Так вот, у детей с расстройствами аутистического спектра освоение адаптированной основной образовательной программы может идти только параллельно с освоениями жизненных компетенций. Одно без другого у них быть не может. Поэтому, наверное, школа, когда работает с ребенком, который живет с РАС или с аутизмом, у них еще появляется дополнительная цель, дополнительная задача формирования вот этих жизненных компетенций. Понятно, что мы ничего не сможем сделать без семьи, понятно, что мы ничего не сможем сделать без родителей. Здесь у родителей главная ведущая роль, а у школы все-таки роль будет профессиональная. Мы должны осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и ребенка, и семьи. Вот мы пытаемся с вами уже много занятий об этом говорить и каким-то образом потом прийти к определенным профессиональным выводам. Давайте посмотрим. Оценка умений сотрудничать. Нам ведь главное, чтобы они себя каким-то образом бесконфликтно вели, чтобы проявлений агрессии в отношении к другим детям не было. Потому что детки эти бывают очень агрессивны. Они не агрессивны. Вот я хочу сама себя поправить. Они проявляют агрессию, когда они не чувствуют, что они защищены. Все поступки, которые совершают дети, живущие с аутизмом, главным образом вызваны тем, что у них чувство страха. Они боятся
тех помещений, они боятся того пространства, в которое они попадают, они боятся взрослых, которые с ними общаются, потому что они ничего, собственно, доброго от них не ждут. Может быть, я немножко грубо сейчас такой факт вам предоставлю. Когда к нам приходили дети, у которых был диагностирован аутизм, в группу, у нас была отдельная группа для этих деток, они приходили в группу, и мы видели, куда эти дети, собственно говоря, прятались. У каждого была своя привычка. Кто-то прятался в спальню, кто-то прятался в туалет, кто-то прятался в моечную. То есть куда они привыкли прятаться, туда они прятались у нас. Поначалу, как только начинали к нам ходить. Вот эти самые жизненные компетенции, о которых мы с вами сказали, от самообслуживания до взаимодействия с другими людьми, у них не формируются в силу их особенностей развития, в силу состояния их здоровья. Вот давайте посмотрим. Просто посмотрим, какие проявления при жизненной компетенции, которая называется сотрудничество. Смотрите. Самые благополучные группы, это понятно по Никольской 3-4 группа, их проявление будет заключаться в том, что они практически умеют и договариваться, они умеют вступать в какие-то отношения с детками, они могут вступать и в соревновательные игры. То есть тут незначительные проблемы ребенка, которые вы можете наблюдать. Посмотрите дальше. Прочитайте следующие компетенции, как проявляются. Конечно, помните, что по Никольской у нас 4 группы. Самая тяжелая группа – это первая группа. Вторая группа называется «Дети-деспоты». Да? И 3-4 группа, когда, как правило, это дети речевые. Как правило, они, собственно говоря, осваивают образовательную программу и так или иначе вступают в какие-то взаимоотношения и с детками, и со взрослыми. Ну, посмотрите, то есть вот объем тех проявлений, то есть выраженность проявлений у детей сразу вот так сильно отличается от того, что они могут вступать, им это интересно, они заинтересованы в контактах, до того, что они вообще избегают всякие контакты. Мало того, что избегают, они могут и агрессивно реагировать на все контакты. То есть проявление, вот спектр проявлений вот такой разный, вот такой большой. Так, теперь я хочу сказать, мы сейчас с вами будем знакомиться, лист наблюдений по формированию жизненных компетенций, и там у нас будет 3 оценки. Вот я вам хочу эти оценки представить. Первая оценка, когда ребенок выполняет описанные действия самостоятельно, когда ребенку необходима помощь взрослого. Ну, в основном дети, живущие с аутизмом, они как раз очень нуждаются в значительной помощи взрослого. И дети, которые вообще не выполняют никаких тех жизненных компетенций, которые мы с вами будем рассматривать. Так, лист оценки жизненных компетенций. То есть, когда к нам приходит ребенок, живущий с РАС, мы должны провести диагностику. Давайте разберемся с диагностикой. Мы уже говорили, как ребенок поступил в школу. Тот процесс привыкания к школьному обучению, процесс, когда ребенок входит в школьную жизнь, он очень длительный. Это не 2 дня, это не 2 недели. Этот процесс может продлиться и на 2 месяца, а то и на полгода. Начинает ребенок ходить буквально с нескольких минут. Как только взрослые видят, что ему дискомфортно, что он испытывает дискомфорт, что он начинает агрессировать, ребенка из школы выводят. То есть он находится в школе и в детском саду ровно столько, сколько он чувствует себя комфортно, пока он не проявляет никаких истерик. Как только мы начинаем видеть, что он волнуется, мы его выводим из детского коллектива. Итак, это может быть от 15 минут до каких-то уже более длительных сроков. Я приводила вам в пример ребенка, который приходил в детский сад к 8 часам, и ровно без 15-11 он вставал около двери, причем у него не было ни часов, никаких предметов, которые бы показывали время, но он прекрасно чувствовал, у него было, видимо, внутреннее чувство времени, он без 15-11 вставал у двери и показывал взрослым, что он должен идти домой.
Если он оставался в детском саду даже не на значительное время, на 10-15 минут, то есть начинались аффекты, начиналась аутоагрессия, и нужно было его... Он приходил с мамой, ходил в детский сад с мамой, поэтому мама его забирала и уводила домой. Итак, вот в этом листе оценки жизненных компетенций мы включаем все перечисленные на слайде компетенции. Это самообслуживание, навыки личной безопасности, то есть все, что вы, с чем можете, бытовые навыки, социальные навыки, домашний досуг, ранние навыки, необходимые для выбора профессии будущего трудоустройства, и навыки, необходимые для интеграции в школьную среду. Мы рассмотрим сегодня только последние навыки, необходимые для интеграции в школьную среду. Так вот, школа должна параллельно вести ребенка по освоению адаптированной основной образовательной программы и по формированию жизненных компетенций. Я понимаю, что я сейчас, наверное, если бы мы с вами вот каким-то образом общались, вы, наверное, бы высказали свое недовольство или вы бы мне высказали протест против этого. Почему школа должна это делать? Но если мы это с вами делать не будем, то мы будем решать только проблемы агрессии, то есть мы будем решать проблемы поведенческие. Если мы все-таки поставим перед собой задачу формировать еще и жизненные компетенции, тогда так или иначе нам удастся нивелировать многие поведенческие проблемы, и мы более-менее будем с вами работать в спокойной обстановке. Это наш выбор, мы с вами выбираем. Коллеги, если к вам поступил ребенок, у которого в заключении по МПК написана программа 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, значит, вы просто-напросто открываете примерную адаптированную основную образовательную программу для детей с раз, ее изучаете, читаете, я хочу вам сказать, там прописано все. Там прописаны условия, там прописаны режимы, там прописаны образовательные области, там все прописано. Там прописано, кто с этим ребенком должен работать и в каком режиме. То есть на сегодняшний день документы государственные, которые помогали бы нам работать с этими детьми, они есть. Так, открываете программу, открываете заключение, смотрите. Если там есть такой пункт, там указана адаптированная основная образовательная программа, вы ее открываете. Есть дополнение, приложение к этим программам, требования к реализации программ для всех нозологических групп сегодня в реестре программ есть. Можно с ними ознакомиться, разобрать, познакомиться и работать по этим требованиям. Там очень все доступно, очень все понятно. Другое дело, просто их надо открыть. Ну, мы сейчас разберем с вами как раз жизненные компетенции по последнему блоку. Если вам не видно, то я попробую каким-то образом это прочитать. Итак, навыки, необходимые для интеграции в школьную среду. У нас здесь 5 компетенций. Личная ответственность, соблюдение правил класса, взаимодействие с другими. Тут мы говорим как о детях, так и о взрослых. Досуг, потому что у нас очень часто может ребенок после школьного обучения оставаться один, он тоже чем-то должен занят. Бережное отношение к школьному и личному имуществу. Вот эти компетенции параллельно с освоением образовательной программы мы и должны формировать у ребенка. Первое требование – нужно выбрать те навыки, которые мы хотели бы сформировать у ребенка в первую очередь. Откуда мы должны принять решение? Вот посмотрите. В этой таблице выставлены те самые оценки, о которых мы уже говорили. Выполняет самостоятельно, требует помощи, никогда не выполняет. Мы этот лист наблюдений с вами разрабатываем на ППК, психолого-педагогическом консилиуме. Указываем все компетенции, которые должны быть сформированы у ребенка. Этот лист наблюдений должны заполнить все люди, все педагоги, все сотрудники, которые работают с этим ребенком. То есть это учитель, классный руководитель. Если есть предметники, значит учителя-предметники, психолог. Если есть логопед, то логопед. Если есть дефектолог, то дефектолог. Из тех наблюдений
которые они проводили в этом классе, где обучается ребенок с расстройствами аутистического спектра. Вопрос. Мы что проводим? Психологическое наблюдение или педагогическое? Ну, наблюдение психолог может проводить конкретно за каким-то ребенком, мы знаем, по ВГОС, только на основании заявлений родителей и только имея на руках письменное согласие на проведение психологической диагностики. А вот проводить педагогическую диагностику, педагогическое наблюдение, не надо говорить слово диагностика, проводить педагогическое наблюдение мы с вами имеем право, и не только имеем право, а у нас есть такое требование, когда мы работаем с ребенком с ОВЗ. Наблюдать за этим ребенком. Так вот, все специалисты, которые работают, они каждый заполняет вот этот лист наблюдений, делает свои отметки, делает свои, выносит свою оценку, а потом на ППК, на психолого-педагогическом консилиуме, это все анализируется, это все аккумулируется, и мы там с вами заполняем лист наблюдений, выявляем, какими навыками, жизненными компетенциями ребенок владеет, а какие нужно у него сформировать в первую очередь, какие мы будем с вами формировать более в отсроченное время. И принимается решение, по сути дела, это и будет та самая адаптированная образовательная программа, о которых мы сегодня говорим. Один из разделов формирования компетенций. Вот когда вы провели такое диагностическое наблюдение, и в процессе этого диагностического наблюдения вы заполнили лист наблюдения, и вам будет ясно и понятно, что вы делаете. Если этот навык у ребенка есть, и он выполняет его постоянно самостоятельно, вы не будете же его формировать. Не будете. А будет только то, что вот давайте попробуем, выберем из этой таблицы. Так, следующее. Мы с вами планируем формирование не более 2-3 навыков. Больше мы не берем. 2-3 навыка. Сформировали, берем следующее. Вот все эти навыки, которые здесь прописаны, вот здесь достаточно большое количество, понятно, что мы формировать не будем. Просто не будет возможности. Дети у нас с вами очень хрупкие, и навешивать на них какую-то огромную нагрузку мы просто-напросто не можем. А потом мы не сможем сформировать много компетенций и формировать много навыков. Вот давайте попробуем. Смотрите, личная ответственность. Выполняет задание до конца. Следует школьному расписанию. Выполняет домашние задания. Вот я не учитель, да, но я педагог-дефектолог. Я бы вот из этих компетенций выбрала только навык, в первую очередь, следует школьному расписанию. Надо научить его понимать, что есть какие-то определенные разные уроки, и они следуют друг за другом, и нужно к ним готовиться. Вот. А уж постепенно научим потом когда-нибудь выполнять домашние задания. Когда он войдет в школьное обучение, и когда он будет заинтересован в том, чтобы он получил похвалу за то, что он его выполнил, да, получил поощрение за то, что выполнил домашнее задание, ну и будем тогда формировать. Вот отсюда бы взяла вот этот навык. Следует школьному расписанию. Давайте дальше. Соблюдение правил класса. Давайте посмотрим, какие навыки должны мы сформировать у него. Выполняет инструкцию учителя. Поднимает руку. Выполняет задания, не отвлекаясь. Работает вместе с другими согласно правилам. Какой бы вы навык в первую очередь начали формировать у ребенка, живущего сразу, когда он только пришел в школу или в детский сад? Ну, конечно, мы бы с вами начали выполняет инструкцию учителя. Если мы этому научим, если мы научим его выполнять простую инструкцию, что на уроке надо сидеть и слушать учителя, то мы, наверное, с вами сделали основную работу уже по вовлечению ребенка этого к школьному обучению. Так, досуг мы пока не берем, это пока не наше. Бережное отношение к школьному тоже пока не возьмем. Вот теперь давайте взаимодействовать с другими детьми, потому что дети эти проявляют агрессию, бывают истерики, которые они появляются во время учебного времени. Давайте посмотрим. Слушает других и других в больших и маленьких группах, ждет свою очередь, делится школьными принадлежностями, ведет себя вежливо и уважительно во время групповых мероприятий. Что бы выбрали? Я бы выбрала ведет себя вежливо, уважительно во время групповых мероприятий. Итак, первая часть плана
по сути дела, у меня есть. У меня есть цель. Я должна обучить ребенка, сформировать навык следовать школьному расписанию, сформировать навык выполнять инструкции учителя и сформировать навык ведет себя вежливо и уважительно во время групповых мероприятий. Я не знаю, на какое время, какой срок мы с вами себе поставим. Тут сроков невозможно определить. Но идти к этому, вот к этой конкретной цели, вот это будет моя конкретная цель. Я с этим ребенком буду делать вот это. А уже параллельно я буду каким-то образом, если мне удастся, еще осваивать образовательную программу. Потому что это главное. Если мы этому научим, значит, мы научим ребенка учиться, осваивать образовательную программу. Так, давайте дальше пойдем. Итак, у нас работа с ребенком, живущим с РАС, не может быть без диагностики. Мы не можем просто взять этого ребенка в класс, приучить его ходить в школу, пусть даже он, может, какую-то радость будет проявлять, когда он приходит в школу, но нам надо выяснить, в какую сторону с ним идти. Поэтому вот это диагностическое наблюдение мы проводим. И в процессе этого диагностического наблюдения мы с вами выделяем основные цели обучения. Причем это делает не один учитель, это делает не один классный руководитель, а это делает тот коллектив педагогов, которые работают с этим ребенком. Вот здесь надо педагогам научиться работать всем вместе. Если каждый будет как лебедь, рак и щука тянуть в свою сторону, ничего не получится. Я уже сказала, что целей должно быть немного, не более 3-4. Навык, который мы с вами формируем, должен иметь прикладной характер. То есть мы с вами не берем, вот я сказала, почему мы досуг-то не берем, когда он там дома выбирает себе какое-то любимое занятие и там работает. Мы это пока не берем, потому что, во-первых, мы не очень хорошо знаем ребенка, и он нас не хорошо знает. И, наверное, нам не надо пока в семью идти, нам просто надо установить с семьей хорошие контакты. Так. Составление индивидуальной программы в работе с этим ребенком по достижению вот тех самых жизненных компетенций. Мы их расписываем пошагово. Мы определяем, что будет первое, что второе. Может быть, даже, когда мы с вами, вот там есть, выбрали для себя задачу выполнять режим, да, и мы с вами какое-то время берем просто приходить в определенное время и спокойно уходить домой. Тогда находиться в школе столько, сколько ребенок чувствует себя комфортно. Вот то самое расписание, мы готовим его и учим его по этому расписанию работать. Тут требование самое главное. Если у нас в классе появился ребенок, живущий с аутизмом, у нас расписание должно быть очень четкое, и никаких изменений не должно быть. Это очень сложно, потому что школа – это живой организм, там бывают разные ситуации. Вот мы сейчас с вами живем буквально полгода, когда постоянно меняются какие-то условия, постоянно меняются какие-то режимы. Понятно, что это не очень хорошо влияет на детей с расстройством аутистического спектра, но все, что можно максимально сделать неизменным, то, что можно сделать постоянным, нужно сделать. Нужно постараться это сделать. Итак, продуктивное обучение, продуктивное освоение образовательной программы возможно с детьми с РАС только при формировании навыков жизненных компетенций. Других условий нет. Доступ к обучению, опять-таки, у ребенка возможен только при овладении жизненными компетенциями, жизненными необходимыми навыками. По-другому не получится. Он не будет воспринимать программу, и вы будете мучиться с организацией, с этим ребенком очень сильно. Итак, в процессе формирования жизненных компетенций у ребенка можно устранить, можно убрать и агрессию, можно убрать аутоагрессию, и можно убрать те истерики, которые вам приходится иногда наблюдать. Чем больше мы навыков с вами сформируем у ребенка, тем легче нам, собственно говоря, будет дальше работать. Если получится у нас это сделать в начальной школе, то ребенок войдет в обучение в более старшем возрасте.
и ребенок будет осваивать образовательную программу. Проблема ведь в том, что, ну, да, это трудно, это тяжело, я прекрасно понимаю. Я видела этих детей, я знаю, как с этими детьми работают и как надо с ними работать. И мы сегодня с вами попробуем найти те методы и приемы, с которыми можно работать. Есть действенные методы. Мы сегодня будем говорить об одном методе, мы не успеем обо всем говорить. У нас не получится все методы назвать. Метод визуальной поддержки. Метод визуальной поддержки заключается в том, что те навыки, которые мы у ребенка формируем, мы пытаемся ему преподнести в каких-то визуальных подсказках. Это визуальное расписание, это визуальный режим, это визуальная последовательность каких-то определенных действий, начиная с действий по тому, как мы обучаем ребенка самообслуживанию, как обучаем одеваться. Визуальные подсказки того, как надо собрать портфель. Визуальные подсказки тому, как надо организовать свое рабочее место в школе. То есть визуальные подсказки могут быть, касаться даже того, как писать, когда мы учим ребенка писать какие-то буквы. То есть визуальных подсказок может быть очень много. От чего зависят визуальные подсказки? Они зависят от возможности, от способности ребенка воспринимать визуальные образы. Визуальная подсказка может быть сформирована из фотографий, где ребенку можно создать такие визуальные подсказки, где героем этих фотографий будет сам ребенок. Конечно, это будет постановочные фотографии, но каким-то образом, если у вас получится снять ребенка при выполнении определенных действий, вот и создаете эту визуальную подсказку, этот визуальный ряд с фотографиями, где участвует сам ребенок. Это могут быть визуальные подсказки, которые вы составляете из отдельных рисунков, конкретных, реальных, с реальным изображением. Это могут быть визуальные подсказки, которые вы сформировали из рисунков черно-белых, графических. Это могут быть визуальные подсказки, которые вы сформировали из каких-то схематических изображений. То есть вот что ребенок воспринимает, что он понимает, мы, собственно говоря, такую визуальную подсказку и формируем, мы ее и создаем. Теперь смотрите. Визуальная подсказка может быть, если ребенок овладел чтением и письмом, то визуальная подсказка может быть написана. Там мы просто пишем словами, а он читает эту визуальную подсказку и выполняет действие. Хочу сказать, что особенность визуальной подсказки в том, что она ориентирована не на выполнение действия. Нам не надо показывать, в смысле, мы не обучаем ребенка выполнять действия. А самая главная задача визуальной подсказки, чтобы ребенок запомнил последовательность. Тот, кто общался с детьми, которые живут с аутизмом, тот знает, они могут начать какие-то действия. Им сложно сохранить последовательность. Начал одеваться, он ведь вообще может надеть одну штанину и забыть, что он дальше должен делать. И дальше он чем-то отвлекся, и будет с этой одной штаниной и ходить, собственно говоря. Он начал намыливать руки, он тоже может остановиться и не делать. Почему, собственно говоря, у детей с аутизмом такие проблемы с посещением туалета? Они или забывают, зачем они туда пришли, или они до конца не могут реализовать все свои потребности, которые они должны там реализовать. И потом очень трудно их бывает. Это очень сложная задача, это очень сложная потребность физиологическая, которую ребенок реализует, и очень долго учить этому надо. Итак, изображения должны быть понятны и доступны, с учетом его особенностей восприятия. Мы формируем не умение понимать действия, которые там нарисованы, а мы учим детей запоминать последовательность тех действий, которые бы хотели, чтобы он произвел. Дальше я немножко вернусь, наверное, назад. Вот посмотрите на эту фотографию. Это класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Мы с вами уже говорили вот про эти конторки, которые стоят на столе. Они закрывают для ребенка
те области, которые могут его отвлечь. Вот видите, окна закрыты, чтобы он не отвлекался в окно. И вот на этих конторках и развешиваются те самые визуальные подсказки, визуальный режим, визуальное расписание, где ребенку очень понятно, что, зачем дальше будет следовать. То есть если у нас ребенок пришел, и он умеет работать, он умеет собрать свой портфель, то, естественно, мы не будем это делать. Вот мы определили в результате диагностического наблюдения, какие мы формируем его жизненные компетенции. По сути дела, мы вот по этим жизненным компетенциям разрабатываем визуальные подсказки. Этими визуальными подсказками мы опять с вами на ППК, все специалисты, которые работают с ребенком, мы их обсуждаем, мы сами обучаемся, как с ними работать, и каждый специалист должен иметь определенный набор требований, и эти требования должны быть постоянны для ребенка. То есть мы все с вами, взрослые, должны сами понимать, как с этим работать, и требования у нас должны быть единые в отношении данного ребенка. Вот, пожалуйста, видите, там висят и режимы, и расписание, и там еще и висят такие эмоциональные карточки, когда, видимо, ребенок показывает, нравится ему это задание, не нравится, нравится это упражнение, не нравится. То есть он с помощью вот этих эмоциональных, ну, смайликов или какие там картинки, опять-таки, может быть, и фотографии, он показывает его состояние на данный момент. Так, давайте мы вернемся. Господи, все. Так. Вот посмотрите, тут визуальное расписание. Вообще по методике в визуальном расписании карточка убирается. То, что ребенок сделал, карточка убирается. А здесь мы видим другой тип. Здесь, видите, стрелка такая движущаяся, передвигается. Теперь давайте пошагово, что мы делаем. Если мы с вами выбрали вот этот метод визуальной поддержки, как нам действовать взрослым, первый шаг, мы разрабатываем, мы создаем эти визуальные режимы, визуальные расписания, визуальные последовательности каких-то действий. Разработали, создали, договорились, как мы их используем, вводим эти визуальные подсказки в работе с ребенком. Вначале мы работаем с этими визуальными подсказками рука в руке. Мы каждую картинку вместе с ребенком рассматриваем и называем, что мы здесь делаем. И предлагаем ребенку выполнять эти действия. Ребенок выполнит действие, мы рука в руке карточку убираем. Следующая карточка. Какой он по последовательности должен выполнить? Называем. Ребенок делает, выполняет это действие. Дальше мы убираем карточку. Чувствую ваше раздражение. Как его заставить? Ну, во-первых, мы с вами договорились, что прошел тот период, когда ребенок привыкал в школе, он уже привык и привык к нам, он уже нам доверяет. Вот когда мы таких условий взаимодействия достигли, значит, мы можем работать с ребенком рука в руке. Безусловно, это должна быть огромная выдержка педагога, или тьютер будет работать с этим ребенком, значит, будет это все выполнять. Огромная выдержка, голос максимально спокойный. Если вы выполните вот в этой последовательности, так ребенка будете приучать, главное требование, я вам сказала, это особый темп, это спокойный тон, это выдержанное поведение, то есть никаких раздражений по поводу того, что он совершает какие-то ошибки. Нет, если ребенок речевой, то он будет за нами. Естественно, он будет повторять. Потому что мы знаем, что у детей с аутизмом очень часто бывает эхололия, он будет повторять. Если это ребенок безречевой, мы не заставляем его повторять. Если повторил, мы за это его хвалим. Если ребенок правильно выполнил действие, изображенное на карточке, он получает фишку. Он получает награду. Он получает оценку. Молодец. Дальше скажу совсем невероятные вещи, но это опять-таки, это методика. Итак, вы дальше для себя определяете, сколько фишек ребенок должен получить для того, чтобы получить сладкий приз, пищевую поддержку, конфету. Вот я такую паузу здесь сделаю. Вы решаете, через сколько он получил 6 фишек,
он получает конфету. Здесь у нас возникает много разных вопросов. От чего это учитель в школе должен давать конфету? А потому что он хочет, чтобы вот этот сложный ребенок, вот этот трудный ребенок вошел в образовательный процесс. И вот этот метод визуальной поддержки, он и должен привести к тому, что ребенок освоит и правила поведения, и будет осваивать программу. Да, конфеты. Откуда брать? Есть родители. Вы объясняете вот всю вашу работу родителю, и я думаю, что не будет такого родителя, который откажется принести какие-то конфеты. Тут, конечно, надо подумать, какие это должны быть конфеты. Наверное, не надо, чтобы это были шоколадные конфеты, потом решать вопрос, где его умывать. Да? Но вот я использую в работе, есть такие конфеты, мини-конфеты, маленькие леденцовые конфеты, в разноцветных, интересных, красивых бумажках. Вот они, взрослый это ребенок, который в школе с ним ничего не будет, он вполне может. Ну и мармеладные конфеты, которые тоже вреда не принесут, и ребенок не будет пачкаться этим. Итак, вы договариваетесь, сколько фишек должен ребенок получить, чтобы получить вот эту пищевую поддержку конфетой. Могут возникнуть вопросы родителей. Почему этот ребенок получает конфету, а мой ребенок конфету не получает? Почему наши дети конфету не получают? Ну, вы же тоже готовили родителей к тому, что у вас в классе будет учиться ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Что у вас в классе будет вот такой особый ребенок. Ваш ребенок может получить знания новые, он может получить оценку хорошую, может получить 5, а этот пока получает конфету. Придет время, и у этого ребенка вместо конфет будут оценки. И будет замечательно и здорово. Теперь, когда ребенок, вы поняли, что вот он понял, он работает по этой визуальной поддержке, по этому визуальному расписанию, вы можете дальше, на следующих этапах работы, уже не убирать карточки, а просто ребенок будет ориентироваться на карточке и будет выполнять те действия, которые нужны вам. В конечном итоге, когда вы увидели, что он навык освоил, вы можете убрать вообще эту визуальную поддержку и дальше уже работать по формированию других навыков. Так, и еще один момент. Это надо обязательно помнить и выполнять. Ну, поскольку мы с вами педагоги, мы любим поговорить, да, и мы любим детям давать много-много разных инструкций. Вот здесь по этой методике, по этому методу никаких вербальных оценок, никаких вербальных побуждений, никаких вербальных заданий давать нельзя. Мы здесь формируем самостоятельность ребенка. Он должен выполнять, он считывает информацию, которая на карточке, выполняет эту информацию, получает поощрение. Можно, наверное, я думаю, что похвалить, сказать, молодец, ты правильно сделал, да? А вот инструкции, правильно ли он делает, побуждать его говорить, дальше делай, давай дальше выполняй, давай дальше рисуй. Вот этого делать не надо. Но проблема в том, что нам отучиться это делать очень сложно. Помните, если он не знает, как ему действовать дальше, рука в руке, мы показываем следующую карточку, где указано следующее действие ребенка, и дальше уже он действует сам. Нам ведь надо, чтобы он самостоятельный стал. А если мы еще параллельно с визуальными карточками будем и вербальные какие-то давать инструкции, то он опять-таки будет сидеть на наших вербальных инструкциях, и мы потом его не переучим. К самостоятельности уже нам будет сложно его вернуть, и он будет вот выполнять только при наличии наших вербальных инструкций. Так, теперь давайте вот попробуем. Я попробую вспомнить, как мы использовали вот эти самые визуальную поддержку, вот эти визуальные расписания, режимы и прочее. Первое, что мы сделали в группе, на шкафчиках у детей мы разместили их фотографию. Представьте, шкафчики одинаковые все, да? Ну, как картинки там, конечно, какие-то бывают, которые отличают шкафчики.
грибочки, там, собачки и так далее и тому подобное. Только непонятно, ребенок, который живет с аутизмом, он реагирует на эти картинки или нет. То есть первое, что мы сделали, мы на раздевальных шкафчиках разместили фотографию самого ребенка. Большое лицо, то есть там видно было, что это его портрет, то есть портретная фотография ребенка. И под фотографией ребенка была большая буква «Я». Мы с вами знаем, что дети с аутизмом очень часто говорят о себе во втором и в третьем лице. Да? То есть они не пользуются местоимением «я». Они себя не выделяют, то есть не социализируют, не принимают себя как члена какого-то общества. Поэтому нам надо эти навыки жизненные это тоже формировать. Вы знаете, когда мы вот это сделали, мы реально, во-первых, ребенку было легче ориентироваться в раздевалке и знать, где его шкафчик, и он уже конкретно шел к своему шкафчику. Да? На каждом шкафчике была расположена визуальная подсказка по этапу, как нужно одеваться и раздеваться. И мы научили родителей, когда они же делали все за ребенка. Они полностью одевали его, потому что им надо было быстрее одеть ребенка, вывести, чтобы никто не видел, какой у меня особенный ребенок. И вот они выполняли наши рекомендации. Теперь, когда мы с вами, да, забыла сказать, когда мы выбираем метод визуальной поддержки, надо выбрать актуальное место для ребенка. Если это визуальная подсказка о том, как одеваться, о последовательности того, как мы, что, зачем мы на себя надеваем, значит, естественно, место размещения будет раздевалка, а у нас это были шкафчики. У каждого ребенка была своя индивидуальная визуальная подсказка. Если мы обучаем ребенка правильно умываться, правильно мыть руки, намыливать и последовательность этих действий, значит, естественно, это будет размещено в умывальной комнате. То есть где для ребенка это актуально, там это должно быть. Ну и мы с вами смотрели класс для детей с расстройством аутистического спектра. Все, что касается учебных занятий, каких-то учебных действий, эти визуальные подсказки, вот у них там на партах, на этих самых конторках, которые специально сделаны для детей с аутизмом. То есть нужно определить то актуальное место. Тогда мы с вами будем более целенаправленно работать по формированию всех навыков. Нам, может быть, даже и не надо говорить, нам, может быть, даже и не надо давать вербальную какую-то установку, а может быть, надо просто напомнить ребенку, показать ребенку ту карточку, какие действия он сейчас будет выполнять, или последовательность этих действий. Если это надо, значит, мы с вами рука в руке отработаем и покажем ему, и поможем ему действовать правильно. Если мы не будем с вами работать целенаправленно по формированию вот этих навыков, они самостоятельно у детей сами по себе, как это происходит с нормативными детьми, не произойдет. Этому надо обучать. Где мы еще использовали, может быть, это несколько такое странное было место, но мы увидели результат. Мы готовили детей к утреннику. Дети учили пьесу, которую они исполняли на музыкальных шумовых инструментах. У каждого был свой инструмент. И вот там визуальную подсказку музыкальный руководитель тоже использовала. Когда нужно было играть какому-то ребенку, она поднимала изображение того инструмента, на котором играет этот ребенок. Вы знаете, какой великолепный оркестр получился. Реально получился оркестр. Если бы мы просто детям говорили, давайте запомните последовательность, кто за кем играет, у нас бы ничего не получилось. Просто мы понимаем, что они же не умеют очередь свою оценивать, да? Каждый поиграл, когда они четко выполняли вот эту визуальную инструкцию. Какую картинку музыкальный инструмент, какого инструмента поднимал тот ребенок и на этом инструменте исполнял свою партию. Как вы думаете, родители, которые сидели на этом утреннике, что они испытали, когда они слышат только, что ваш ребенок не умеет, не понимает, не обучается, а когда они увидели, что, оказывается, и деток сразу тоже можно научить играть на музыкальных инструментах, и дети сами испытывали огромное удовольствие от того, что они делали. Это тоже вид визуальной подсказки.
Это тоже вид визуальной поддержки. Теперь, вот эту визуальную поддержку, которую я использовала в своей собственной практике в работе с детьми, с ребенком. Ребенок 3-й год обучения, он в школе мы работали с ним, очень сложный был, там стереотипы такие были страшные, что вообще переключить его с его доминанты было очень трудно. Включить его в занятие, в логопедическое занятие было очень трудно. И когда... А ребенок был, он читал, он был обучен чтению, он писал. Ну, это, конечно, читал-то он замечательно, очень хорошо читал. А вот с письмом там были проблемы серьезные. И у него были определенные логопедические проблемы, которые нам надо было устранить. Мы занимались коррекцией звукопроизношения. Он приходил на занятия, мы очень много времени теряли на то, чтобы его переключить с его доминанты, включить его в целенаправленную деятельность. И вот этот вот метод визуальной поддержки, он сработал замечательно. Я стала писать план нашего занятия. С чего мы начинаем, то есть весь план, какие упражнения, какие задания он должен выполнить на занятии, были прописаны. Вешала этот план на дверь, он приходил, мы с ним вместе читали, какое первое задание, что мы делаем в этот момент. То есть все было прописано. Мы выполняли задание, и он вычеркивал это задание. Вычеркивал сам. Потом мы пошли дальше. Я стала писать несколько таких планов. Я писала план работы для такого-то ученика, план работы для такого-то ученика, план работы для такого-то ученика. Я его просила выбрать свой план, что касается конкретно его. Он читал имена на этих планах, выбирал тот план, который касался его. Мы опять его вешали на дверь и опять действовали точно так же. То есть мы читали, выполняли задания, переходили к следующему заданию. Вы знаете, я считаю, что процентов на 60-70 КПД занятия увеличилось. Он стал более целенаправленным. Ну, как уж получалось, конечно, но мы выполняли те задания, которые были прописаны вот в этом самом визуальном плане. И он работал в визуальном плане. Да, у нас была поддержка. Конфеты у нас были. Конфеты он выбирал сам столько, сколько хотел, и такие, какие хотел. Если вдруг, всегда он спрашивал, а детям остальным останется, то есть в процессе вот этой работы мы еще и сформировали такой навык, как, ну, во всяком случае, забота какая-то о других людях. Метод работает, это я вам говорю по собственной практике. Метод замечательный. Если этот метод включите в свою практику, то вы получите результат. Теперь я вам расскажу о том, какой метод авторы, не метод, они просто рассказывают то, что у них было в практике, вот у авторов этого метода, когда они рассказывают о том, как обучали ребенка письму букв. Ребенок в начальной школе, 1 класс у нас обучается, делается визуальная подсказка по написанию буквы А, где карточки, как написать кружочек, как написать там крючочек, как написать палочку. Да? Вот ребенку предоставляется эта визуальная подсказка, и точно так же рука в руке, что ты сейчас должен писать. Вот он пишет этот элемент буквы у себя в тетради. А мы, опять-таки, вернемся к особенности этих детей. Он может написать 2 элемента и потом перестать писать. Да? Ну, потому что опять отвлекся, он забыл, у него не хватает силы дальше продолжить какие-то свои целенаправленные действия. А вот эта визуальная подсказка стимулирует его на то, чтобы он продолжил. Написал кружочек, убрал карточку. Написал крючочек, убрал карточку. И все время он получает поощрение. Он получает фишку. 6 фишек, пищевое подкрепление, конфета. Авторы, которые предлагают этот метод и описывают этого ребенка, они пишут, что через 3 недели ребенок освоил навык написания этой буквы. Он запомнил эту букву. Да, через 3 недели
но освоил. Но освоил. То есть получилось. Нужно, конечно, время. Нужно ориентироваться на то, что нужно время. Так, вот у меня сегодня запланировано говорить еще о 2 методах. Это социальные рассказы и видеомоделирование. Но вот видите, как много мы времени только одному методу посвятили. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Я подожду, когда ваши вопросы появятся. На сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Я благодарю всех, кто участвовал в нашей встрече. Спасибо большое. Мы продолжим этот разговор, мы будем с вами продолжать работу. Ну вот я считаю, что более эффективно, когда мы будем работать вот такими небольшими темами. Потому что когда все вместе свалить в одну кучу про детей, которые живут с аутизмом, ну, во-первых, непонятно и будет... Если вам сегодня метод, который я испытывала, то есть я с этим методом работала на собственной практике и подтверждаю, что он рабочий, подтверждаю, что он результативный и рекомендую попробовать. Есть вопросы, давайте посмотрим. Так. Вот я пока вопросов не вижу. Пока вопросов не вижу. Давайте еще подожду. Может, ваши вопросы в пути? Пока нет. Итак, коллеги, я предлагаю вот работать все-таки в таком режиме, идти маленькими шагами. Так. Следующий семинар будет в марте месяце. А самое главное, что начинать нужно с дошкольниками. Они ведь прекрасно понимают картинки, что нарисовано. Вот представьте, методы самообслуживания, которыми мы с вами должны у них формировать навыки самообслуживания, да? А вы еще можете с дошкольниками усложнить вот эту самую вербальную подсказку. Смотрите, мы с вами берем такую вот планшет, да? Планшет берем. И делим на 3 части. У нас с вами будет низ, у нас будет середина и будет верх. Мы с вами формируем навык одевания самостоятельно. Да? Мы в нижнем ряду располагаем картинки тех предметов, которые мы надеваем вниз. Брюки, шорты, штаны и обувь. Так? И будем ребенку говорить: внизу смотрим вниз. И у себя находим низ. Потом мы смотрим то, что мы должны надеть на тело. Это середина, это майка, это футболка, это платье, это кофта, это куртка или комбинезон, я не знаю что. Вот у вас эти картинки и будут. Так? И вверх. И ребенку говорим, мы показываем, как я вам сказала, рука в руке. Вверх, первая картинка, что мы надеваем? Мы надеваем шапку, там что у нас, платок, бейсболка, все что угодно, что вы надевать можете. Конечно, это и надо. Картинки-то мы с вами используем. Это визуальная поддержка для школьников, когда мы используем слова, написанные слова. А для детей мы использовали эти все картинки. У нас эти визуальные подсказки были, я уже сказала. Они у нас были в раздевалке, у каждого в шкафчике, чтобы родитель тоже работал. В моечной вы можете эти визуальные подсказки использовать и тогда, когда вы обучаете навыкам приема пищи и работу с какими-то инструментами, то есть все что угодно. Дошкольникам вам вообще флаг в руки, когда вы работаете с детьми, которые живут с раз. Так, конечно, с дошкольниками обязательно. Визуальные картинки вы делаете сами.
то, что вам надо. Вы определили, что у этого ребенка вот такие проблемы, и вы будете формировать вот этот конкретный навык. Ну, какой навык? Давайте разберемся, какой навык. Ну, счета хотя бы, да? И вы там раскладываете что на карточке. Вот это у вас все будет расписано. Какие картинки-то особые нужны? А если этот ребенок может понимать схему, если он понимает графическое изображение, так просто нарисуйте. Как работать в уголке с книгами? Надо взять книгу, да? Она бережно к ней относится, красивая книга. Картинки вы сами... А в интернете можно найти какие только. Картинки делала сама, именно для своего ученика. Да, давайте мы вот еще что уточним. Визуальная подсказка для каждого ребенка своя, индивидуальная. Вы ее, визуальную подсказку, разрабатываете и создаете конкретно для каждого ребенка. Нельзя создать, ну, по одежде, понятно, создали можно, да, потому что они все не умеют одеваться, к нам приходят. А если у вас, вот в школе вы работаете, у каждого вы формируете свой навык, и, естественно, визуальная подсказка будет создана для каждого ребенка своя. Ну вот посмотрите, я очень рада, что есть у нас коллеги, которые уже этот метод использовали. Вот хотелось бы услышать, им понравился этот метод или нет. Он был достаточно для них продуктивным. Так. Ну вот все, коллеги. Значит, встречаемся мы с вами в марте месяце. Ищите слово «раз». Будем дальше продолжать разговор. Спасибо вам за участие в сегодняшнем нашем разговоре. Всего доброго, до свидания, здоровья. Сегодня самое главное здоровье. Будьте все здоровы. Всего доброго.